память о войне не стирается и не тускнеет с годами. Люди, пережившие войну, помнят бомбежки, пожары, голод и издевательства. И все же самые страшные воспоминания о военных преступлениях всю жизнь хранят люди, чье детство прошло в фашистских лагерях. Более 5 миллионов детей стали узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, разбросанных по всей оккупированной Европе. Ни в чем не повинные терпели непосильный труд и болезни, холод и голод. Василий Стефанович Ситовенко родился в местечке Ляды Дубровинского района Витебской области. На данный момент ему 90 лет, но когда началась Великая Отечественная война, Василию Стефановичу было 6 лет. Он до сих пор помнит, как немцы оккупировали их поселок, и вся его семья оказалась в фашистском лагере. Я взяла интервью с несколькими вопросами у Василия Стефановича. Смотрите далее. Мало что чувствовал. Отец был дома, и мать была дома, брат была дома, и сестра была дома. Все были дома. Для пацанов началась война, и началась война. Значит, в 1943 году к нам во двор заехала машина, большая машина и полный кузов немецких солдат. Они соскочили с машины и стали стрелять кур во дворе. А нас попросили удалиться с дома. И мы всей семьей, значит, я, мать, сестра, и брат. Все мы собрались, как и другие жители нашего местечка, значит, отошли в овраги. Здесь место гористое такое, а у нас гор так нема, но все поля порезаны в овраги. И мы туда, значит, сошли в этот лагерь. В лагерь там выкопали себе траншейки, и там, значит, были. И так скитались примерно месяц. Примерно с августа до сентября месяца. А после, значит, конвоиры, немцы и вместе с полицаями всех людей с оврагов выгнали и погнали. Погнали в неизвестном нам направлении. Я, как и другие, я не знал, куда нас гонят. Но, оказывается, загнали за Оршу, деревня, населенный пункт, деревня Лисуны. И там недалеко был расположен немецкий аэродром. А нас поселили в лагерь, где мы находились до 1944 года, до июня месяца. Так мы попали в лагерь. Я непосредственно поздно пошел в школу. Я пошел в школу по окончании войны в 1944 году после освобождения нашей местности. Война еще продолжалась, но наша местность, она расположена там рядом со Смоленском, уже была освобождена, и в 1944 году. И я, значит, пошел почти 10 лет было, я пошел в школу. Как я еще повлияла? Значит, отец мой, он был на финляндской войне, но был, при немцах был дома. В 1942 году от тифа, тогда свирепствовало заболевание такое тиф. Значит, немцы гоняли полицаи на очистку дорог, снег там в нашем местечке располагался комендатура.
Ну, снеги ж были не такие, как теперь. Все, туда мужчин всех гоняли на очистку дорог со снежными этими завалами. И много мужчин заболело тифом, и много померло, в том числе мой отец, 2 февраля 1942 года. Ну, вот это печальная история. Я и уже говорил, что в 1944 году, в сентябре месяце, пошел 1 класс. Таких учеников, как я, собралось 22 человека, которые были с 1934 года, с 1934 даже были с 1932. Вот. И мы за первый год, за 1 год, окончили 1 класс и 2 класс и перешли в 3 класс. Это была Ледянская средняя школа. Вот окончил 10 классов в 1953 году. Без экзаменов поехал в Витебский ветеринарный институт. Ну и так, в 1958 году я успешно закончил этот институт. И так я начал работу у Смородской, называлась ветлечебница. Теперь ветстанция, а тогда называлась ветлечебница. И я там сразу на должность, такая была должность, 2-й ветврач Смородского района. И он, по сути, и был 2-й. Вот с высшим образованием только был главный врач. Молодому поколению какой теперь всякие компьютеры, то и другое, надо читать литературу, надо знать историю России, надо знать историю Беларуси. Ну и еще посоветую, пожелать всем, чтобы не было войны. Мир. Чтобы не было войны. Подрастающее поколение всегда должно помнить о подвигах наших предков и ценить то, что сейчас у нас мирное небо над головой. Наши прадеды сделали все возможное для лучшей жизни. Помним, чтим, гордимся.